Okey, korkak o zaman. درود به همه اعضایی که این ویدیو را در صفحه یوتیوبی ما میبینن یا در اینستاگرام یا در صفحه فیسبوکی دلیر مملی. دوستان بخیر شدی باشد و چند وقتی اخیر ما برای شما میگیم که ما همیشه از ویدیوهای اجتماعی میگوییم و هر موضوعی که در این صفحه ها بررسی میشه از نگاه اجتماعی بررسی میشه. یک موضوع خیلی حساس است که چند سال اخیر در وسایل اخباری عمومی آسیای مرکزی خیلی مبرم شده است. بحثی سرحد در قرقیزستان و تاجیکستان که برای من هر دو وطن عزیز است و درست که تاجیکستان عزیزتر، ولی باور کنید برای یک دلیل دیگری که اون گوشه سرحد ایستاده است قرقیزستان عزیزتر است. پس من فکر میکنم که برای جمع ما همچون یک انسان در سیاره زمین عزیزتر است، هوا عزیزتر است، پدر و مادر عزیز است، برادر عزیز است، نفس عزیز است. من یک اقدام گرفتم که میخوام این اقدام ادامه بده. در همین صحیفه من از جمع سینماگرای جوان به خصوص بسیار خواهش میکنم که ویدیوهای کوتاهی 2-1-3 دقیقه شونه نظر خوب و سازنده و صلح‌آمیزشون برای ما بفرستن. ما یک جا تدوین میکنیم و برای دیگر عزیزا با مرض عام میگذاریم، مثل این ویدیویی که الان براتون میمونم. Я кинооператор из Кыргызстана. Меня, как и всех людей в моей стране, очень сильно волнует вопрос, который мы все знаем, который транслируется по телевидению, который мы видим и читаем в интернет-пространстве насчет столкновений местных жителей на границе Кыргызстана и Таджикистана. Я понимаю то, что земля издревле и даже сейчас считается священной и святой для каждого из народов, для каждого человека. Но в мире инноваций, в мире технологий, в мире информации и дипломатии мы не должны забывать то, что у наших стран есть правительство, у наших стран есть избранники народа, слуги народа. Они должны решать этот вопрос. Эти вопросы не решаются там маленькой словесной перепалкой между двумя людьми, да? Это правительственный вопрос, и это должно решаться на уровне правительства. И мы всячески должны помогать и не мешать этому. چون پیام جهانی هستم، من میخوام چند حرف روسی گفته باشم. اگر در کجای غلط کردم، خطا گفتم، معذرت. Последнее время на границе конфликт с киргизами. Если так посмотреть, киргизы не могут уехать и там жить, бросив свою родную землю. Как и мы тоже не можем. Почему? Потому что это наша земля, это наша отчизна. Вся наша история связана с Родиной. Наши предки жили здесь. Вот сейчас мы живем. Наши потомки будут жить здесь. Вот я работаю в сфере кинематографии. Наши проблемы, их проблемы. В фильме, который мы снимаем, актуально им. То, что они снимают, актуально нам. Вековая история нас научила то, что маленькая такая перепалка между соседскими детьми может перерасти в такую большую ссору двух соседей семей, где будут участвовать все члены семьи, да? И никому такого не хотелось бы, и никто такого не ожидает. У нас у кыргызов есть такая пословица: «Бир кармайды, бир кумалак чиритет». Ну, в переводе, один кустырь такого добротного большого куска сливочного масла может испортить такой маленький катышек грязи. Ну, на русском еще есть поговорка «ложка дегтя в бочке меда». Наша просто маленькая слепая агрессия ни к чему хорошему не приведет. Это мы все знаем. И хороший сосед всегда важнее, чем твой дальний родственник, да?
Есть такая пословица. И мы соседствующие страны. Слово «сосед» уже больше означает то, что мы не просто должны дружить. Наши отцы, наши деды, наши прадеды дружили. Это потому, что мы живем в одном земле. Мы живем в Средней Азии. Мы соседи. Мы дышим одним воздухом. Мы живем под одним небом. Чингиз Айтматов, очень великий и выдающий писатель, он киргиз. Он говорит, всегда надо быть человеком. Всегда надо жить по-человечески. Он всегда критиковал убийство человека, критиковал войны, непонимание. Поэтому давайте жить дружно. Мы с киргизами всегда были друзьями, и эта дружба всегда была крепко веками. Таджикистан прекрасная страна. Таджики очень хороший, гостеприимный народ. Я знаю по своему опыту, я был на кинофестивале в Таджикистане, да, и я узнал очень много от своих друзей нынешних из Таджикистана, и знаю то, что в мире есть слово такое: нет плохой нации, есть плохие люди. Возможно, эти плохие люди так действуют на большинство, возможно, что мы просто поддаемся некой пропаганде, может, такой мелкой идеологии, которая ни к чему хорошему не приведет. Хотелось бы сказать, что мы не должны забывать о гуманности. Мы люди, в первую очередь. Я надеюсь, что будем также дальше дружить. Вражда никому никогда не помогала. Она лишь калечила, принесла горе нашим семьям. Мы не должны забывать, что мы навеки друзья. Мы на этой планете должны быть друзьями. Мы должны быть вместе. И этой планете не хватает нашего тепла и добра. Соседство – это уже дружба. Давайте жить дружно. Спасибо. امیدوارم ما توانستیم در این ویدیو از دوست برادر عزیز ما از بیشکک قرقیزستان و از این دوست برادر عزیز ما از خوجند تاجیکستان یک پیام و حرفای نازنین سازنده صلح‌آمیز براتون فرستاده باشیم. و من شخصا بارها در قرقیزستان بودم. من شخصا بارها در همون سرحد، در همون خط بودم که حال نقطه های حساس بحثی است. در همون نقطه ده ها صدها دوست و عزیز دارم که هر لحظه برای من پیام میفرستند، از وضعیت میگویند. ولی فقط یک جمله از پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان است که فکر میکنم برای دوستا برادرای عزیز ما در سرحد که به قرقیزا هم داخل دارد، زیرکی سیاسی را از دست ندیم لطفاً. حالی این موضوع بسیار مبهم مطرح برای ما و قرقیزها شده است. فقط این پیام تاجیکستان نیست دیگه. ما الکی میدانیم که این بحث در سرحد قرقیزستان و تاجیکستان از کجا طرح ریزی شده است و تقریبا بویش هم احساس شده است. این دست هیچ برادر قرقیز و هیچ عزیز تاجیک نیست. لطفاً خواهش میکنم برادرای قرقیز جان، من شرمنده ام که این جمله را روسی گفتن نمیتونم، ولی فکر میکنم که کدام عزیز محض همین جمله پرزیدنت ما را با روسی ترجمه کرده زیر این نوار میماند و اگر لازم شد خودم هم که برادرای قرقیز، دوستای جان، زیرکی سیاسی را از دست ندیم. خیلی باید هوشیار باشیم.
ҳар бародаре ки ин паём ин ҳарфҳои мо барош хуш омад, ин саҳифа видеоҳои дигарам дорад, бубинед дар мавзӯъҳои иҷтимоӣ аст. Мо ба ҳама самт аз нигоҳи иҷтимоӣ нигоҳ мекунем. ин саҳифаи Далери Момалӣ аст дар YouTube канал. Тугмачаи олӣ пахш кунед агар хуштон омад. Агар наомад, тугмачаи инам пахш кунед, мо фарқ надорад. Назару андешаҳо бинависен, то ин ки якҷоя мо як ватани ободу осуда ва як замини сабз муаттар зебое дошта бошем. Падруд. Xoş geldiniz. Hoş geldiniz.